Коронавирус. Ковид-госпитали начали открываться по республике. Рекордный урожай. И почему он оборачивается для фермеров головной болью. Поселок в мертвой петле юридических коллизий. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», студия Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Болеют тяжелым ковидом, с тяжелым поражением легких. Прогрессирующий буквально в течение суток. Черный лебедь коронавируса по-прежнему с нами. Когда накроет настоящая волна? Половина поселка Зеленодольский, а половина мы относимся к Казани. Мы сами как Московский район. Вот как Московский район заканчивается, у нас уже сельская жизнь начинается. В мертвой петле юридических коллизий. Судьба поселка Краснооктябрьский. В этом году урожай есть, везде завалено. Начало уборки было 10 рублей, сегодня что до 8, до 9 рублей упало. Большой урожай – большая проблема. Как не прогадать с ценой и заложить основу на будущее? Начнем программу с бюджета будущего года. Его обсуждали на заседании Кабмина Республики на этой неделе. Конечно, с учетом нынешней экономической и внешнеполитической ситуации, это бюджет выживания. Но сразу подчеркнем, ни одна социальная статья не была урезана. Бюджетники могут выдохнуть. Даже больше того, будут увеличены расходы на образование и здравоохранение. И это несмотря на выпадающие доходы, которых мы недополучим из-за изменения федерального законодательства. Обозначим общие черты этого кровопускания региональной экономики. Отменены льготы по налогу на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлине. Поэтапно отменяются компенсации потерь регионального бюджета по акцизам на продукцию алкогольной промышленности. Отменен институт консолидированных групп налогоплательщиков. Он позволял более эффективно платить налоги. Изменена формула определения средней цены на автобензин, что также приводит к потерям республиканского бюджета. Это еще не все. Регионам добавили новые расходные полномочия. Звучит красиво, а на деле дополнительная нагрузка. Это ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Итого выпадающих доходов набралось почти на 71 миллиард рублей, а весь бюджет на следующий год 342 миллиарда. В результате, наряду с другими внешними факторами, мы имеем дефицит бюджета 24 миллиарда рублей. Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании правительства обратился ко всем главам районов с призывом жить по средствам и более эффективно заниматься сбором налогов. Кстати, налоговая задолженность в республике выросла на 3,5 миллиарда рублей и превысила 12 миллиардов. И это, конечно, очень тревожный симптом. Если предприятия не платят налоги, они уже не могут спать спокойно. Далее только банкротство, и это худший сценарий. Руководителю аппарата правительства Шамилю Гафарову президент Татарстана поручил усилить борьбу с налоговой недоимкой. Для нас сегодня каждый рубль важен, подчеркнул Рустам Минниханов. После заседания в кабинете министров всем стало понятно, что будущий год будет очень сложным и по доходам, и по расходам. Знаете, лично у меня одна мечта – побывать на заседании правительства, где будет обсуждаться бюджет развития, проекты и программы качественного роста экономики и повышения зарплаты, конечно. Но это мечты, пока нужно просто выживать. К сожалению, нужно признать, события типа «Черный лебедь» не хотят нас отпускать. Прямо в стае собираются. Черный лебедь коронавируса по-прежнему с нами. Новая волна все нарастает. В Татарстане развернуто уже более 900 коек. Потихоньку ковидные отделения открываются в районах республики. В Буинске, Заинске, Челнах, на Высокой горе. То, что мы видим сейчас, лишь подножие этой высокой горы. Через 2-3 недели, я вас уверяю, волна станет более осязаемой. Маски и прочие меры предосторожности снова станут главной злобой дня. Государству, с одной стороны, ой, как не хочется делать в это тяжелое время непопулярные шаги и заставлять граждан беречься и предохраняться. С другой стороны, нельзя пускать все на самотек. Систему здравоохранения может смыть инфекционной волной. Ну что мы слышим сегодня? Инфекция уже не та, это банальное ОРВИ, само пройдет. Мы все во власти идеологии самоубийц и фаталистов. Правда в том, что никто не знает, как он переболеет. Смертельные случаи имеются, и они, к сожалению,
имеют тенденцию к росту. Итог вашей болезни непредсказуем, даже если вы не страдаете хроническими заболеваниями. Мы продолжаем дружно играть в русскую рулетку. Увы, то, что увидел наш корреспондент Михаил Любимов в ковидных госпиталях на этой неделе, внушает мало оптимизма. И вы тоже должны это увидеть, прежде чем принимать решение, делать вам что-то или сидеть сложа руки. Рустам Абраш, давно вот эту солдатскую практически униформу не надевали? Ну, одевал последний раз 31 марта, когда мы закрывались уже, когда последних больных выписывали. Вот с тех пор уже как-то полгода прошло, да, почти полгода прошло. Такие военные госпитали, как этот, не открывают с помпой, и имен рядовых и генералов, сражающихся на передовой, никто никогда не узнает. Событие и впрямь кажется рядовое. В Буинске снова открыли инфекционный стационар для больных ковидом. Не прошло и полугода с его временного закрытия. То нам только расслабиться летом, вот когда уже спад пошел, мы же перестали маски носить, перестали ревакцинироваться. Все думали, что победили ковид, но, к сожалению, ковид делает свое дело. Тяжелых здесь, конечно, нет, их пока берет Казань, но то пока. Количество больных в Буинске за месяц скакнуло в 5 раз. Здесь лишь малая их часть, всего 11 человек. А коек будет больше 40, и скоро надо будет как-то самим держать оборону на своей территории. Люди, кстати, сами просили врачей открыть этот госпиталь. Так спокойнее. Вот живешь с заботами о семье, о доме, не сталкиваешься с проблемой. Думаешь, что все это сказки. А когда вот жизнь самых дорогих людей висит на волоске, тогда уже вот обращаешься к этим людям, которые действительно, они только когда в состоянии помочь. Именно в таких местах с наименьшей освещенностью относительно других областей мы и начинаем хотя бы косвенно судить о размерах того нечто, что к нам приближается. Буинский госпиталь лишь один из многих, вновь открывшихся в районах республики только на этой неделе. На карте военных действий уже несколько таких точек. Через пару дней устареет и она. Крупным городам не справиться со столь крупным противником. То, что волна набирает обороты, это мы видим. И среди этих пациентов, заболевающих ковидом, есть пациенты, к сожалению, с тяжелыми формами. Их меньше, чем в те волны, когда была дельта или когда был самый первый штамм вируса. Но их больше, чем в волну, когда был только... Коронавирус. Ковид-госпитали начали открываться по республике. Рекордный урожай. И почему он оборачивается для фермеров головной болью. Поселок в мертвой петле юридических коллизий. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире 7 дней, студия Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Болеют тяжелым ковидом, с тяжелым поражением легких. Прогрессирующий буквально в течение суток. Черный лебедь коронавируса по-прежнему с нами. Когда накроет настоящая волна? Половина поселка Зеленодольский, а половина мы относимся к Казани. Мы сами как Московский район. Вот как Московский район заканчивается, у нас уже сельская жизнь начинается. В мертвой петле юридических коллизий. Судьба поселка Краснооктябрьский. В этом году урожай есть, везде завалено. Начало уборки было 10 рублей, сегодня что до 8, до 9 рублей упало. Большой урожай – большая проблема. Как не прогадать с ценой и заложить основу на будущее?
Начнем программу с бюджета будущего года. Его обсуждали на заседании Кабмина Республики на этой неделе. Конечно, с учетом нынешней экономической и внешнеполитической ситуации, это бюджет выживания. Но сразу подчеркнем, ни одна социальная статья не была урезана. Бюджетники могут выдохнуть. Даже больше того, будут увеличены расходы на образование и здравоохранение. И это несмотря на выпадающие доходы, которых мы недополучим из-за изменения федерального законодательства. Обозначим общие черты этого кровопускания региональной экономики. Отменены льготы по налогу на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлине. Поэтапно отменяются компенсации потерь регионального бюджета по акцизам на продукцию алкогольной промышленности. Отменен институт консолидированных групп налогоплательщиков. Он позволял более эффективно платить налоги. Изменена формула определения средней цены на автобензин, что также приводит к потерям республиканского бюджета. Это еще не все. Регионам добавили новые расходные полномочия. Звучит красиво, а на деле дополнительная нагрузка. Это ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Итого выпадающих доходов набралось почти на 71 миллиард рублей, а весь бюджет на следующий год – 342 миллиарда. В результате, наряду с другими внешними факторами, мы имеем дефицит бюджета 24 миллиарда рублей. Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании правительства обратился ко всем главам районов с призывом жить посредством и более эффективно заниматься сбором налогов. Кстати, налоговая задолженность в республике выросла на 3,5 миллиарда рублей и превысила 12 миллиардов. И это, конечно, очень тревожный симптом. Если предприятия не платят налоги, они уже не могут спать спокойно. Далее только банкротство, и это худший сценарий. Руководителю аппарата правительства Шамилю Гафарову президент Татарстана поручил усилить борьбу с налоговой недоимкой. Для нас сегодня каждый рубль важен, подчеркнул Рустам Минниханов. После заседания в кабинете министров всем стало понятно, что будущий год будет очень сложным и по доходам, и по расходам. Знаете, лично у меня одна мечта – побывать на заседании правительства, где будет обсуждаться бюджет развития, проекты и программы качественного роста экономики и повышения зарплаты, конечно. Но это мечты, пока нужно просто выживать. К сожалению, нужно признать, события типа «Черный лебедь» не хотят нас отпускать. Прямо в стае собираются. Черный лебедь коронавируса по-прежнему с нами. Новая волна все нарастает. В Татарстане развернуто уже более 900 коек. Потихоньку ковидные отделения открываются в районах республики. В Буинске, Заинске, Челнах, на Высокой горе. То, что мы видим сейчас, лишь подножие этой высокой горы. Через 2-3 недели, я вас уверяю, волна станет более осязаемой. Маски и прочие меры предосторожности снова станут главной злобой дня. Государству, с одной стороны, ой, как не хочется делать в это тяжелое время непопулярные шаги и заставлять граждан беречься и предохраняться. С другой стороны, нельзя пускать все на самотек. Систему здравоохранения может смыть инфекционной волной. Но что мы слышим сегодня? Инфекция уже не та, это банальное ОРВИ, само пройдет. Мы все во власти идеологии самоубийц и фаталистов. Правда в том, что никто не знает, как он переболеет. Смертельные случаи имеются, и они, к сожалению, имеют тенденцию к росту. Итог вашей болезни непредсказуем, даже если вы не страдаете хроническими заболеваниями. Мы продолжаем дружно играть в русскую рулетку. Увы, то, что увидел наш корреспондент Михаил Любимов в ковидных госпиталях на этой неделе, внушает мало оптимизма. И вы тоже должны это увидеть, прежде чем принимать решение, делать вам что-то или сидеть сложа руки. Рустам Абраш, давно вот эту солдатскую практически униформу не надевали? Ну, одевал последний раз 31 марта, когда мы закрывались уже, когда последних больных выписывали. Вот с тех пор уже как-то полгода прошло, да, почти полгода прошло.
Такие военные госпитали, как этот, не открывают с помпой, и имен рядовых и генералов, сражающихся на передовой, никто никогда не узнает. Событие и впрямь кажется рядовое. В Буинске снова открыли инфекционный стационар для больных ковидом. Не прошло и полугода с его временного закрытия. Стоило нам только расслабиться летом, вот когда уже спад пошел, мы же перестали маски носить, перестали ревакцинироваться. Все думали, что победили ковид, но, к сожалению, ковид делает свое дело. Тяжелых здесь, конечно, нет, их пока берет Казань, но то пока. Количество больных в Буинске за месяц скакнуло в 5 раз. Здесь лишь малая их часть, всего 11 человек. А коек будет больше 40, и скоро надо будет как-то самим держать оборону на своей территории. Люди, кстати, сами просили врачей открыть этот госпиталь. Так спокойнее. Вот живешь с заботами о семье, о доме, не сталкиваешься с проблемой. Думаешь, что все это сказки. А когда вот жизнь самых дорогих людей висит на волоске, тогда уже вот обращаешься к этим людям, которые действительно, они только когда в состоянии помочь. Именно в таких местах с наименьшей освещенностью относительно других областей мы и начинаем хотя бы косвенно судить о размерах того нечто, что к нам приближается. Буинский госпиталь лишь один из многих, вновь открывшихся в районах республики только на этой неделе. На карте военных действий уже несколько таких точек. Через пару дней устареет и она. Крупным городам не справиться со столь крупным противником. То, что волна набирает обороты, это мы видим. И среди этих пациентов, заболевающих ковидом, есть пациенты, к сожалению, с тяжелыми формами. Их меньше, чем в те волны, когда была дельта или когда был самый первый штамм вируса. Но их больше, чем в волну, когда был только чистый омикрон. Казань. Республиканская инфекционная больница. Более 100 обращений в сутки. Каждый четвертый, кто поступил, останется. Сейчас тут около 200 человек. Это рост. Мы и сами его видим. У нас бывают дни, когда у нас реанимация переполнена в буквальном смысле, то есть мы вынуждены задействовать там дополнительные реанимационные залы. В этом году нам еще не доводилось видеть подобное. В реанимации здесь каждый на кислороде и каждый второй на ИВЛ. Мы ведь говорили, что омикрон – это что-то такое, которое в легкие не спускается, а значит, относиться к этому можно совсем просто. Но вы наблюдаете сейчас уже другую картину. Болеют тяжелым ковидом, с тяжелым поражением легких, с КТ-3-4. И мы видим прогрессирование в течение 4-5 дней. От начала, как больной начал температурой идти кашлять, у некоторых пациентов начинает прогрессировать заболевание с развитием 70-80% поражения легких именно ковидной пневмонии. Если утром накануне пациент вполне обходился 5 литрами кислорода, может быть без кислорода, то через сутки утром он уже может быть на ИВЛ. Любые возможности профилактики надо стараться активно реализовывать. Профилактика – это вакцинация, и это неспецифическая профилактика в виде, как только идет подъем заболеваемости, разобщения и максимальная защита своих верхних дыхательных путей, маски. Привиться скоро можно будет хоть по пути на работу, прямо у станции метро. Но людям, наверное, нужна какая-то другая доступность. Ведь верим мы только собственным глазам, ушам и легким. Как-то у нас люди привыкли, что соседи начинают болеть, и надо идти прививаться. Парадокс, да? Хотя наоборот, надо прививаться в тот момент, когда никто не болеет. Но лишь 1 из 10 выбирает новую назальную вакцину пока. Все новое мы проверяем не на себе, если вообще принимаем что-то новое. В поликлиниках как-то особо видны эти жертвы нефильтрованного интернета. Люди без масок сидят, мы видим, так спокойно, хорошо, да? Даже в кабинет неотложной помощи, где принимают больных с признаками ОРВИ, люди сидят без масок. Каждый раз делаешь замечание, заставляешь людей защищать себя и защищать окружающих.
Лучше вот в больнице кто лежит, сразу вакцину надо делать. Додуматься надо. Нет, это я по дурачеству говорю, может быть, кто знает. Но люди обеспечены были бы, что вышли бы уже здоровыми. К сожалению, вас общество уже само взяло и принудительно вакцинировало своим вирусом, понимаете? Вот хорошо бы, если бы государство могло бы привить вас нормальной, хорошей вакциной. Но общество выбрало другой путь. Оно взяло и просто заразило вас. Может быть, вы вирусом. тоже знаете. Таким образом вы привились, просто естественным образом. Ага. Это тьфу-тьфу-тьфу, дерева нет, у вас все проходит неплохо. Но сейчас есть разные варианты, увы. У этой бабушки все будет хорошо. Она скоро выйдет отсюда. Вопрос только, с чем она отсюда выйдет? Ковид как тот удар 5 пальцев из тарантиновского кино. Кто-то упадет не сразу, а лишь после того, как сделает несколько шагов. Поражение. Вот с чем выйдет общество из этой истории, которая еще далеко до завершения. Мы не поняли смысл прочитанной книги. Мы отрицаем сам факт того, что в ней есть какой-то смысл. Михаил Любимов, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. В Татарстане сразу в 2 районах на этой неделе сменились главы. В Рыбной Слободе полномочия сложил Ильдар Тазуддинов, в Черемшане Фердинат Давлетшин. Последнего называют аксакалом муниципальной службы. В должности главы разных районов он проработал 23 года. Оба прекратили свои полномочия досрочно, ушли по собственному желанию на другую работу. Отставку приняли на районных сессиях. Теперь Рыбнослободский район поведет вперед 43-летний Радик Ислямов, бизнесмен. Вся его трудовая биография связана с собственным предприятием «Квест», которое он и возглавлял. Черемшанский район возглавил абсолютно свой человек – Рамиль Айбатов. Последние 10 лет он руководил местным автотранспортным предприятием. Был в кадровом резерве президента Татарстана. Какой занимательный квест предложит Рыбнослободскому району Радик Ислямов и какой маршрут проложит для черемшанцев штурман Айбатов, будем, как говорится, посмотреть. Рамиль Галиуллин о новой главе в жизни районов и новых главах. Повестка сегодняшнего заседания районного совета не рядовая. Среда этой недели для депутатов местного совета началась с принятия стратегического решения. На повестке кадровый вопрос. Глава района Ильдар Тазуддинов покидает свой пост по собственному желанию. Совет освободил его от должности единогласно. За заслуги Азгат Сафаров наградил Ильдара Тазуддинова медалью за доблестный труд. Ильдар Тазуддинов уходит на новую должность заместителем генерального директора особой экономической зоны Алабуга. Эта работа для него знакома. До перехода в Рыбнослободский район в 2018 году он трудился здесь же. У Ильдара Рашидовича опыт руководящей работы как в особой экономической зоне Алабуга, так и в должности главы муниципального образования сегодня востребован для решения вот этих главных приоритетных задач в особой экономической зоне. Вы вместе с ним работали более 4 лет в одной команде, и за этот период, благодаря вашей дружной, совместной работе, были успешно решены многие вопросы, связанные с развитием района, и мы видим заметные результаты и в экономике, и в социальной сфере. За 5 лет район почти в 1,5 раза увеличил показатели по сбору зерновых. Построено и отремонтировано 94 социальных объекта. Удалось решить давнюю проблему с очистными сооружениями. 30 лет не было очистных. Да, конечно, большая вода терпела, но тем не менее вот этот вопрос тоже сняли. Начали строить с вами станцию очистки воды. Большая проблема была в Рыбнослободе по воде. Как только май начинается, до сентября мы с вами на многоквартирных домах на 2-м этаже не было воды. Сейчас эту проблему сняли. Как отметили в последние годы, социально-экономические показатели района показывают положительную динамику. К примеру, в 2018 году Рыбная Слобода была одним из аутсайдеров и занимала 44-е место. В прошлом году район был уже 25-м. Изменения последних лет оценили и жители района. Район поменялся очень хорошо. Везде настроение хорошее, везде дороги
Центр у нас очень красивый. В сельских поселениях дороги очень хорошие. Во всех деревнях почти вода, газ. Ильдара Тазуддинова сменил 43-летний Радик Ислямов, родом из соседнего Чистопольского района. Вся биография связана с родным предприятием «Квест», где он был гендиректором. Большая честь и огромная ответственность. Я знаю, убежден, что народ рыбнослободцы очень волевые, трудолюбивые. Перед нами очень много задач. Вместе, одной большой дружной командой мы все это исполним обязательно. Я для этого сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Досрочное прекращение полномочий главы Черемшанского муниципального района. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кадровые перестановки произошли в Черемшане. Здесь в отставку ушел Фердинанд Давлетшин, который возглавлял район с 2014 года. Он один из аксакалов муниципальной службы. До Черемшана Фердинанд Давлетшин руководил Алькеевским районом. В общей сложности 23 года на посту главы. На самом деле столько лет и там, и здесь. Во благо нашей республики. Я считаю, что это огромное доверие. И мы пытались его, во всяком случае, оправдать с теми, кто в этом зале. Теперь Фердинанд Давлетшин переходит на работу в Совет муниципальных образований Татарстана. Его сменил не чужой для Черемшана Рамиль Айбатов. Последние 10 лет он возглавлял местное автотранспортное предприятие. Кроме того, прошел профессиональную подготовку по программе резерва управленческих кадров президента Татарстана. Район для меня родной. Со многими из вас, присутствующих в зале, мы уже знакомы. А с кем не успел познакомиться, мы обязательно познакомимся в процессе дальнейшей совместной работы. Надеюсь, будем работать как единая команда. В последние годы Черемшанский район стал одним из лидеров нефтяной промышленности. Местными компаниями добыто почти 4 миллиона тонн нефти. Это 12% от общего объема в республике. Удалось выправить дела в сфере земледелия. Выручка таких компаний выросла в 4,5 раза. Возвращены в оборот ранее необрабатываемые сельхозземли. Главное сейчас сохранить вектор развития, отметил Азгат Сафаров. Очень важно, чтобы новый руководитель не только сохранил эти высокие показатели, но и добивался новых результатов, новых вершин, как мы говорим, в социально-экономическом развитии района во благо населения. Потенциал у районов большой, один аграрный, другой нефтяной. И задача – взять новые позиции в республиканском рейтинге. Рамиль Галиуллин, Чулпан Касимов, Данил Филатов и Вадим Илларионов. ТНВ. 7 дней. Помните, когда-то в Казани было прекрасное артиллерийское училище и крупный военный госпиталь. Потом, по приказу великого армейского реформатора, в кавычках, Сердюкова, их расформировали. Более того, чуть не добрались до нашего танкового училища. Чудом тогда отстояли. И вот пришло время. Думаю, не нужно вам объяснять, как сегодня нужны современные артиллеристы, танкисты, как нужны военные врачи и специализированные лечебные центры. Теперь нужно бегом исправлять ошибки. В Казани на неделе открылся новый военный госпиталь. Напомним, символический первый камень в его основании заложили президент Татарстана Рустам Минниханов и министр обороны России Сергей Шойгу 27 августа прошлого года. Тогда было обещано, что полностью он будет готов к декабрю этого года. Однако специалисты Федеральной военно-строительной компании и татарстанская компания «Акташ» полностью завершили работы уже в августе. Госпиталь рассчитан не только на военных. Здесь предусмотрена возможность оказания экстренной, специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным в случае аварий, катастроф и локальных военных конфликтов. Здесь смогут принимать раненых, доставляемых авиационным транспортом. Учреждение интегрировано в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций службы медицины катастроф. Новый военный госпиталь Министерства обороны России влился в большой медицинский кластер Казани, рядом с Республиканской клинической больницей и ДРКБ. Зуфар Давлетшин продолжит. Для коренных казанцев словосочетание «военный госпиталь» прочно ассоциировалось с местом слияния улиц Карла Маркса, Ершова и Чехова. Пропала такая ассоциация 10 лет назад. Расформировало его Министерство обороны. Свидетелями истории остались, пожалуй, лишь эти пни вековых, судя по диаметру, деревьев.
Военный госпиталь в Казани появился 300 лет назад. Указом Петра I в 1722 году здесь появился изначально военный лазарет, который впоследствии стал окружным госпиталем. Здесь лечились раненые Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны. Он перестал существовать в 2012 году. И теперь здесь Институт фундаментальной медицины Казанского федерального университета. Много было разговоров и скандалов по поводу закрытия исторического госпиталя. Но получился тот случай, когда говорят, что все к лучшему. Студенты получили новые помещения для занятий, военные медики – современные здания, построенные в чистом поле в рекордные сроки. – 27 августа 2021 года. Символический первый камень у котлована будущего госпиталя. Каким он будет, представлено пока только в проекте, с которым знакомят президента Татарстана и министра обороны России. Уверен, что в июле следующего года, 2022 года, здесь будет открыто в первую очередь, и к концу года, в декабре месяце, госпиталь будет сдан. В Казань возвращается военный госпиталь. Востребованность огромная. У нас 2 медицинских вуза, специалисты, и, конечно же, мы обязуемся, Сергей Кожевич, своевременно, с хорошим качеством, подрядчик здесь, выполнить поставленную задачу. Госпиталь расположен на территории 5 гектар, на количество 8 объектов. Главный корпус. Чуть раньше, чем ровно через год, 24 августа 2022 года, госпиталь достроен. Мебель завезена, монтируется оборудование. Уже можно проводить экскурсию не только по макету и гордиться не только скоростью строителей. С досрочными достиженениями знакомится Рустам Миниханов и заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Находится флюорограф марки «Электрон», отечественного производства, город Санкт-Петербург. Планируется установка рентген-аппарата «Электрон» на 3 рабочих места. Еще ровно 2 недели, 7 сентября 2022 года. Принимать окончательную работу и вводить в строй новый госпиталь приехал наш земляк, бывший казанец, выпускник Казанского Суворовского и танкового училищ, начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов. Ввод в строй госпиталя кардинально улучшит вопросы медицинского обеспечения в Казанском гарнизоне. Министерство обороны укрепление здоровья личного состава вооруженных сил считает своей приоритетной задачей. Сегодня история военной медицины получает новое продолжение. Госпиталь возвели в рекордно короткие сроки, опережающими темпами. В нем есть все условия для оказания экстренной специализированной медицинской помощи военнослужащим, военным пенсионерам, а также другим категориям граждан, имеющим право на получение медицинской помощи в военных лечебных учреждениях Министерства обороны России. Палаты максимум на 3 человека, кровати, которые управляются кнопками и при необходимости передвигаются из помещения в помещение с минимальным беспокойством пациента. Все необходимые отделения для диагностики и лечения с поликлиникой и стационаром. 4 операционные с самым современным оборудованием, в каждой могут одновременно работать по 2-3 бригады. Бестеневые лампы, операционный стол. Бестеневые лампы, это интересно. Да, они не дают тень, поэтому они называются бестеневые. Во всех операционных они стоят. Аппараты МРТ и барокамера. Словом, есть все, чтобы вылечить не только военных и не только пострадавших в чрезвычайных ситуациях. По словам главного врача госпиталя, это первый подобный проект, который должен стать типовым для других регионов. Идет набор медицинского персонала в госпиталь. Создаем наш, так сказать, боевой костяк врачей, которые желают, хотят оказывать помощь, еще раз повторюсь, не только военнослужащим и членам семьи, а также жителям Казани, Республики Татарстан, всей зоне ответственности, куда входит и Чувашия, и Мариэл, и Удмуртия. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, 7 дней. Ехал и приехал в поселок, который есть на карте, но который не просто найти. Поселок, расположенный в так называемой «мертвой петле», маленький островок Казани, окруженный территорией Зеленодольского района. Именно так фактически существует это место, которое всеми забыто. Поселок Краснооктябрьский, то ли Московского района Казани, то ли Зеленодольского района Татарстана.
У него вообще все наполовину. То ли хорошая дорога, то ли плохая. То ли есть хозяин, то ли нет. По факту их целых 2. А вот по существу в поселке нет ни медпункта, ни аптек, ни школы, ни детских садов. 700 человек на 2 района разделены только документально. По факту здесь все общее, как и проблема. Сюда с трудом доезжает скорая и полиция, отказываются ехать таксисты и доставщики продуктов. Из всех благ цивилизации в Краснооктябрьском лишь электричество да вода, но летом и с этим постоянные перебои. Магазин имеется, но это больше не магазин, а мини-киоск, где из продуктов только самое необходимое – хлеб, чай, крупа. За товарами ездят, конечно же, в основном в Казань. Медпомощь те, кто относится к Московскому району, получают в поликлинике на жилплощадке. Те, кто к Зеленодольскому, едут в свой район. Диляра Юсупова разбиралась в двойственной во всех смыслах ситуации. Половина поселка Зеленодольский, а половина мы относимся к Казани. Мы сами как Московский район. Если вдруг хотите за 10 минут оказаться сразу в 2 уголках Татарстана, вам сюда. Ты на том берегу, я на этом. На берег тот, впрочем, легко докричаться и даже дотянуться рукой. Жители разных районов в одной лодке. И вот тут выражение «две стороны одной медали» приходится как никогда кстати. Не очень хорошая дорога, это вот. Ну, это Зеленодольская дорога, а вот наша дорога. Это Казанская дорога. У нас получается вот здесь Зеленодольский район, вот отсюда начинается Казанский район, там опять Зеленодольский район и опять Казанский район. Тот случай, когда 2 параллельные прямые неожиданно для всех вдруг пересеклись. Говорить словами бессмысленно, а вот показать... Сверху видно все. Слева Зеленодольский район, поселок Новониколаевский. Дальше Казань и снова Зеленодольский район. Как? Откуда среди одного района вдруг появился Казанский островок? Детский садик, единственный магазин, фельдшерский пункт, он в Зеленодольском районе. Детский садик проблем наберут. Предложение, чтобы доступность шаговая была до всего. И все, чтобы было удобно. Объединяться вы не хотите? Ну, при чем здесь объединяться? Я не знаю, это не мое решение, не мое мнение. Сам поселок Краснооктябрьский небольшой, всего 3 улицы, около 1000 жителей. Мы проходим на одну из сторон, спрашиваем местных жителей: вы сельские? Какие же мы сельские? Мы казанские. К сельским это вам туда, на соседнюю улицу. В целом никакого дискомфорта от разделения местные не испытывают. Жителям все равно, кому относиться, но их объединяет общий недуг – отсутствие инфраструктуры. В поселке нет аптек, поликлиники или хотя бы медпункта, детского сада или подросткового клуба. Аптеки, главное, нет. Вот за каким-нибудь лекарством, даже за парацетамолом, и то надо ехать на жилплощадку. Самое главное, то, что вот у нас нет здесь поликлиник, во-первых. Потом нет киоска. Вот вообще вот даже вот хлеба, как говорится, хлеба, соли, и то вот где вот брать? Потому что все-таки до города, это ладно, у кого есть машина, они добираются до города. По закону здесь и не должно ничего строиться. Все дело в строительных нормативах. Слишком маленькая территория и малая численность жителей внутри нее. Шанс был бы, если бы район объединили в один. А пока это крошечные куски от большого берега. И раз маленькие, вроде незаметные, а значит и браться за них не стоит. А мы отправляемся на соседнюю улицу к зеленодольцам. Тут все то же самое, разве что дороги чуть хуже городских. А вот коммуналка и налоги обходятся дешевле, чем в казанской стороне. Есть улица Лесная. Улица Лесная есть Московского района, улица Лесная есть Краснооктябрьское лесничество. Вот вызываешь скорую там или кого-то, вот идешь, они все едут туда. Они до нас не добираются. Они говорят, что навигатор показывает туда. Вот как Московский район заканчивается, у нас уже сельская жизнь начинается. Дороги нет. В поселке есть один магазин в городской части. Ну как магазин, скорее киоск с продуктами первой необходимости. Поначалу мы даже решили, что это заброшенный ларек родом откуда-то из советского прошлого. Оказывается, магазин работает, правда, с полудня. Маленький бизнес этой женщины... Собственные склады достроили в этом году, считают вовремя. Ну, хорошей пшеницы, наверное, третий класс тянет. Те года продавали Челнинский элеватор. Этот год пока приемку остановили они. Почему? Ну, по-моему, там в этом году урожай есть, везде завалено.
Урожай по зерну приближается к рекордным показателям. По прогнозу, сбор в России составит от 130 до 145 миллионов тонн. Вклад Татарстана – 5 миллионов 184 тысячи тонн. Немного не дотянули до рекорда юбилейного для республики 2020 года. Но за последние 10 лет урожай смогли поднять почти в 2 раза. Каким зерно уродилось, проверяют в Центре оценки качества. Ежедневно здесь проводят до 100 проб. На сегодняшний день, что касательно пшеницы, хочу сказать, что у нас 5-й класс 40%, 4-й класс 30% и 3-й класс 30%. Клейковина 3-го класса в среднем 24%. Это значит, что большая часть пшеницы высокого качества. Уже со следующего года ожидается, что все культуры зерновые и масленичные будут контролировать, вплоть до привязки к конкретному полю. Пока особо тщательной проверке подвергаются партии, идущие на экспорт. И здесь лаборатории снижения их количества не заметили. Образцы для экспорта все-таки поступают, мы анализируем. В частности, какие страны? Это у нас Иран, также Турция. Татарстан в зоне продовольственной безопасности. Собрано больше собственных потребностей, более чем на 1,5 миллиона тонн, но излишек произведенного по всей стране оказался не в пользу фермеров. Цена на зерно резко упала. Хозяйства весной получали кредиты под урожай. Это и топливо, и ядохимикаты, и удобрения. А цена на реализацию зерна, конечно, ниже ожидаемого. Это начало уборки было 10 рублей, сегодня до 8, до 9 рублей упало. Но наши хозяйства, у многих склады, хозяйство не торопится продавать, реализовать свое зерно. Тут, я думаю, ближе к Новому году цена на зерно сформируется. Эксперты ожидают повышения мировых цен в странах-производителях засуха, плюс санкции на прием российских судов в международных портах. Ряд федеральных мер для стабилизации ситуации на внутреннем рынке только вступают в силу. Одна из тенденций – изменения механизма поддержки производителей, в том числе и в авансировании затрат и внимание к капитальному строительству. Темпы производства снижать никак нельзя. Это очень утилитарное представление о том, что мы должны все съесть. Мы зададимся нормативом, сколько надо на человека вообще зерна в год. Вот и сразу все становится ясно. Значит, около тонны. Это не только хлеб, это и мясо, это и яйца, в определенной степени молоко. Человек меньше съедает, чем потребляет животные. Ну вот смотрите, у нас 148 миллионов человек, жителей России, и максимум то, что мы собираем, это вот 130 миллионов. Поэтому говорить о том, что мы больше производим, чем нужно, я бы так не сказал. В промышленных городах стартовали традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Ажиотажного спроса на отдельные виды продукции не наблюдается. Заметный спрос на сахар, молоко и зерно. За час работы торговые площадки раскупили 4 тонны. На сегодняшний день ассортимент продукции весь, его перечислять не будем, на самом деле очень большой. Да, по льготным ценам, которые утверждены, эти цены на 15-20%, и на некоторые виды продукции даже более, они дешевле, чем в торговых сетях. Нет, еще. После сбора зерновых на полях готовится к уборке овощей. Хозяйство Давлетовых полный. Борщевой набор поставляют в крупные торговые сети. Весной перешли на новые сорта и, несмотря на повышение цен, смогли купить немецкую технику. Можно было дешевле комбайн купить. Ну, чтоб у меня главный принцип, чтобы мои сыновья, мои внуки не убежали от сельских хозяйств. Чтобы они меня не проклинали, что вот у нас отец загнал какую-то землю и, не дал, допустим, нормальную профессию. Я же профессию дал агроном, бухгалтер, да, я же, по идее, их частично вынуждал. Ну, чтобы у них внутри головы и в душе не было огорчения, чтобы душевный радость у них от земли, чтобы радовались от фермерских хозяйств. Для фермеров Давлетовых их дело семейное. Сыновья, по признанию главы, в комбайне буквально с пеленок. Было ли желание убежать? С земли пока нет, с такой-то техникой уж. В этом году только закончил аграрный и поступил в аспирантуру, получается, уже
на агронома. В будущем буду кандидатом наук, так сказать, в сельском хозяйстве. Работать здесь, наверное, в кабинет-то не отправитесь. Нет, здесь лучше, тут спокойнее. Вызовы и опасения начала сельхозхозяйственного года уже, конечно, в прошлом, и на сегодня это главный итог для производителей. Подсчет прибыли и формирование цен для потребителей впереди. Собранный урожай еще не вышел на рынке сбыта. Но то, что на следующий год будут определены и новые планы, и механизмы, и технологии по развитию сельского хозяйства, можно говорить с уверенностью. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Настоящая война. Война с тяжелыми потерями у нас идет и на дорогах. С начала этого года в Татарстане произошло более 2000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли, вдумайтесь, 199 человек. Рост ДТП отмечен на дорогах федерального и особенно местного значения. Здесь рост на 18%. В антирейтинге крупные города и ближайшие к ним районы. Основные причины ДТП все те же. Езда в пьяном виде, несоблюдение скоростного режима, неопытность водителей и плохое состояние дорог. В Альметьевске на неделе прошло выездное заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Здесь нашли реальные причины высокой смертности на дорогах и озвучили возможные решения по снижению аварийности. Надо ездить медленнее. Все подробности у Зуфара Давлетшина. Как известно, самое дорогое для человека – это здоровье и жизнь. Но многие представители класса водителей обыкновенных часто доказывают, что для них дороже жажда. Для одних жажда скорости, других хоть прав лишай, дай только пьяным порулить. Причем и то, и другое часто становятся причинами смертельных исходов. И что страшнее, не только водителей. В текущем году основными видами ДТП с погибшими являются столкновения, наезд на пешехода, съезд с дороги и наезд на препятствия. По итогам 8 месяцев наибольшее число погибших в ДТП приходится в среду и пятницу. Во многом ситуация с ростом числа погибших связана со всплеском аварийности в январе и августе месяце. Напомню, только за первые 20 дней января в республике погибло 29 человек, из них 8 в Альметьевском районе. В августе месяце в республике погибло наибольшее число людей в ДТП – 45 человек. За только август у нас 11 погибших пьяных. И говорить, что мы здесь проблему победили, нет. Свыше 9 тысяч с начала года выявили таких фактов управления на пересостоянии. Нас. Приди в себя. Такие вот экземпляры периодически попадаются на дорогах. И когда нет руля, за который можно подержаться, то сохранять равновесие невозможно. И хорошо, если задержан такой до того, как что-то случилось. Часто бывает, что поздно уже исправлять ситуацию. Одним из приоритетных направлений деятельности по обеспечению безопасности дорог является работа с лицами, лишенными права управления. По состоянию на 1 сентября 2022 года в базе данных значится более 20 тысяч жителей республики, лишенных права управления. Неизъятыми остаются более 1100 водительских удостоверений, или 5,5%. Было время, пугали камеры, но гибкая система скидок на штрафы тоже сделали свое дело. Превысить скорость или не пристегнуть ремень – дело уже обычное. А это тоже часто не способствует продолжению жизни. В 2008 году, когда в Казани мы впервые установили камеры, я могу чуть-чуть ошибиться, но если у нас в городе Казани погибало там 170-180 человек, мы в 2010 году опустились до 100 человек. Соответственно, в 2011 году, значит, 78, если я не ошибаюсь. Теперь ни камеры, ни штрафы, ни искусственные неровности, или, проще говоря, лежачие полицейские, не останавливают тех, кому плевать на себя и пассажиров. Пока еще напугать, остановить и предотвратить трагедию могут лишь стоячие инспекторы. За спиной застегнутый был. Сиденье пристегнули, а не себя. Альметьевск нынче оказался лидером антирейтинга в безопасности дорожного движения. Началось еще в январе, когда на трассе произошли сразу 2 трагедии с множеством погибших. 2 месяца тому назад, когда мы с Артемом Валерьевичем проводили очередное заседание комиссии, мы договорились. Выезжаем в худшее муниципальное образование. У нас было 2 выбора. Поехать в Альметьевск или поехать в Буинск.
Республиканская комиссия по безопасности дорожного движения – это, по словам заместителя ее председателя, учебно-методическая комиссия, ликбез, семинар, который объясняет специалистам на местах, что им делать, если они не справляются с поставленными задачами. 23 муниципальных образования, коллеги, мы провалили ситуацию по итогам 8 месяцев. Я обращаюсь к главам муниципальных образований. Разбирайтесь, пожалуйста. Оцените свою работу и больше ничего. Это будет достаточно. Ну, совсем неожиданным, то, что правительственная комиссия примет решение выехать сюда. Очень тяжелая была зима, и январь месяц, конечно, нам, 7 января, нам привезло сразу большое количество погибших на федеральной трассе. Да, показатели мы не выполнили, тем не менее, каждый случай ДТП очень подробно разбирали, знаем вплоть до того, там, как это происходило, что происходило. И по большому счету есть случаи, когда мы понимаем, что необходимо сделать для устранения этой ситуации, а есть ситуации, когда версий очень много и непонятно до конца, какая наиболее правильная. Но все-таки основная часть ДТП произошла на трассах. И еще, как бы странно это для кого-то ни звучало, зимой дороги бывают заснеженными и скользкими, и их нужно расчищать и обрабатывать от гололеда. Но где-то в районах, судя по докладу министра транспорта и дорожного хозяйства республики, еще есть надежда, что зима пройдет мимо их территорий. Действующие контракты, то есть до конца года, по содержанию улично-дорожной сети имеют 21 муниципальное образование. До ноября месяца Казань, Набережные Челны и Алексеевск в Нижнекамском районе. И Нижнекамский район, 4 района. В чем проблема? Конкурс не провели, деньги не довели, просто не доработали. Контрактация, Александр, должна быть. Не вовремя с утра проснулись. Я не знаю. Ну что значит, через 2 месяца зима, контракт на зимнее содержание отсутствует? Ну что после этого говорить? Хотите, башен, об стол. Нужно заключать 3-годичные контракты, коллеги. 3-годичные. И такая возможность сейчас есть. Альметьевск в этом заключении 3-годичного контракта в плане обслуживания муниципальных дорог местного значения был первопроходцем. Но даже идеально чистые дороги, если предположить, что такие могут быть, не исправит менталитет некоторых водителей, тех самых, для которых жизненное кредо – нарушать правила. Для таких, по словам многолетнего руководителя ГАИ и ГИБДД республики, ныне тоже отвечающего за безопасность дорожного движения Рифката Миниханова, нужны только кардинальные меры. Одна из таких мер – ограничение скорости в городе и на трассах до законных значений при помощи увеличения знаков ограничения 40 и 70 км в час соответственно. В 2012 году мы за год установили порядка 250 знаков, 40-ушек, так скажем. И мы сразу почувствовали снижение по городу Казани. На сегодняшний день 40-ушек в городе Казани и прилегающей территории более 900 знаков. И надо сказать, что то, что сегодня Казань, погибшие колеблются там от 30 до 50 в год. И здесь главное не собираемость штрафов, а снижение количества аварий и сохранение человеческих жизней. Мы будем усиливать количество камер фотофиксации, то есть будем доводить до того числа, которое у нас было. Мы считали, что это для республики стабильно. Это первое. Второе, в любом случае, мы всегда говорим и инсценируем, что как-то депутаты, наверное, должны задуматься о том, что сотни погибших людей на их совести. Здесь лояльность и демократизм не должен проявляться. Я всегда говорю, что правила дорожного движения – это написано кровью. Там никто ничего не придумал. Зуфар Давлетшин, Тимур Бекмурзин, Роман Безменов, Ирик Хабибулин. 7 дней. Осень – традиционно пора немного грустного расставания с цветущей природой до весны. С той, которую любит большинство, где лесные прогулки, купание в реках и озерах, пеший туризм, вся летняя романтика, одним словом. Любимая дача скоро закроется на ключ до лучших времен. Мало у кого из нас есть возможность непрерывного общения с природой в течение всех 4 сезонов. Мы все скоро забьемся в тесные многоэтажные норки и будем ждать весну, изредка выбегая наружу. Но хочу вас обрадовать, возможности, оказывается, растут. В Татарстане буйным цветом
цветет, извините за тавтологию, новый вид туризма – экотуризм. А в районах наших появились совершенно новые для нас базы отдыха, которые даже не назовешь каким-то одним словом. Впрочем, есть одно, то слово, которое, как и сама идея, пришло к нам из-за бугра. Это слово «глэмпинг». Синтез двух слов – гламур и кемпинг. Идея как бы простая – отдых на природе со всеми удобствами. Но воплощения этой идеи оказались настолько разными, настолько творческими, что новые республиканские глэмпинги сходу получили признание и популярность. Просто представьте себе обычный домик, в котором есть все – санузел, камин, чистое белье, тепло, вода, электричество. И все это прямо посреди леса, на берегу какого-нибудь водоема, например. Еще 2 года назад ничего такого у нас не было для обычных туристов. Сегодня таких объектов уже 14, и это самое начало. Эти объекты не закроются с наступлением холодов, и для нас сезон общения с природой отныне будет длиться круглый год. Спрос, а он огромный, рождает предложение, и это предложение уже производит впечатление, в чем и убедился Михаил Любимов. Этот необычный палаточный лагерь на высоком живописном берегу Волги появился ровно год тому назад. За этот год он работал лишь несколько теплых месяцев. И пока ту уже готовую инфраструктуру, которую создали тут предприниматели из Казани и Камского устья, можно было бы назвать словом «кемпинг». Но не будем спешить с ярлыками. Посмотрим поближе. Все очень просто, да? Минимализм, самый минимализм у нас здесь есть. Самый минимализм есть кроватка, так скажем. Ой, надо зайти. Пару стульев, и также можно посидеть вот на терраске. Утром встречать рассвет, милое дело, солнце встает как раз напротив наших палаток. Буквальная концепция рая в шалаше за 2500 рублей в сутки. Все эти минимальные, но все же значительные удобства, конечно, созданы не гостями, они созданы хозяевами. Людям этого уже, в принципе, для отдыха достаточно. Постель есть, постельное белье есть. Постельное чистое белье мы предоставляем, также полотенца, питьевая вода. Люди, некоторые даже, которые к нам приезжают, которые объездили весь мир, можно сказать, они говорят, мы соскучились вот по такому, вот то, что просто выехать на природу и спокойно посидеть, где уже, то есть не нужно ничего делать. У нас все здесь есть для отдыха, по большому счету. Это уже не кемпинг в традиционном нашем отечественном понимании этого слова, когда каждый приезжает в отведенные места отдыха со своим и рассчитывает лишь на мангал, печку, столики да лавки общего пользования. Это кемпинг именно в евроамериканском стиле. Мобильные домики различной вместимости и комфорта, охрана, магазины, кафе, экскурсии – все это в полном объеме когда-то будет и здесь. Когда-то, возможно, уже современный кемпинг середины Волги получит новое название – глэмпинг или гламурный, то есть более комфортабельный кемпинг, как говорят теперь во всем мире. Минимум, что нужно для этого сделать, построить то, что будет работать круглый год. Именно этим сейчас и заняты будущие глэмпильеры. Завершается строительство 12 модульных домов на семью в 3-4 человека. И вот это вы уже называете глэмпинг? Это уже будущий глэмпинг наш, да. То есть глэмпинг это как раз-таки вот уже какой-то гламур, с гламурным, с повышенным удобствами, так скажем. Да, это у нас модульный дом. Маленький дом. Санузел. Тут у нас будет санузел. Будут все удобства, ну, как полноценно в любом доме. Встроенный унитаз, душ, горячая вода. Татарстану в эти годы различных изоляций пришлось отряхнуть плесень со своих старых представлений о загородном отдыхе его жителей. Выяснилось, что предложение просто отсутствует. Так начиналась стратегия развития природного загородного туризма. Была создана дирекция по развитию природных территорий и экотуризма. Именно она и занимается сейчас
поддержкой таких инициатив, как вот это в Камском устье. Первый глэмпинг в России официально открылся в 2016 году, он был один на тот момент. Сейчас таких объектов уже порядка 350 по стране. Собственно, у нас их сейчас порядка 14. Это мы берем и глэмпинги, эко-отели, и современные новые форматы бас-отдыха. Деньги при желании можно потратить любые. На то они и глэмпинги. В Татарстане теперь есть разные предложения на разные кошельки. Урман Кэмп в 50 километрах от Казани в Зеленодольском районе глэмпинг просто хрестоматийный. Тихий, тишайший отдых на природе в лесу. Круглогодичные домики А-фрейм, то есть треугольные домики, самое ходовое и самое популярное, что только можно встретить сегодня в новых загородных апартаментах на природе. Во внутренний мир этих типовых строений, впрочем, каждый владелец глэмпинга вкладывает что-то свое, душу, одним словом. Вот каждая деталь тут вот с любовью, например, тот же, виниловый проигрыватель. Мы в каждом доме поставили, чтобы создать атмосферу, вытащить людей из вот этой городской суеты. То есть задача моя какая? Чтобы люди приехали, не пользовались максимально гаджетами, телефонами и так далее, чтобы послушали птичек, размякли в чане, пожгли дрова, возле камина, посидели в кресле качалки, послушали винил. Он же такой ламповый получается. Работающий? Да, конечно, у нас в каждом доме стоит. Я делал это именно исключительно ради того, чтобы было место, куда захотелось бы приезжать не только мне, друзьям, людям. И вообще моя цель была, чтобы к нам приезжали со всего мира. И это удалось. Со всего мира? Да, да. Ну, например? Были с Америки, с Европы, с Южной Африки. В этот год очень с Казахстана много. Видимо, рядом, там можно и на машине. Республиканские глэмпинги действительно очень популярны сегодня в России, где, как мы уже говорили, их всего-то 350 на всю страну. Но большая часть гостей все же из Татарстана. И цель была именно такая. Мы прежде всего делаем для жителей. По одной простой причине. Если хорошо нашим местным жителям, всегда будет хорошо туристам. И чуть позже это станет супер важным, когда мы будем делать загрузку с внешней среды. Сейчас бы нам своих местных жителей обеспечить этими местами. Большой комплекс для загородного отдыха Утрау, остров Татарского, в 25 километрах от Казани в том же Зеленодольском районе, тоже можно называть глэмпингом. Но он, кажется, уже перерос это название. Причем в прямом смысле. Хит сезона, самый высокий в Европе комфортабельный домик на дереве, расположен именно здесь. 6 метров над землей. Есть лишь маленькое окно в сутках, когда он пустует. Поэтому поторопимся и заглянем внутрь. Здесь у нас санузел, душевая при входе и, собственно, такое сердце домика, своеобразная такая... своеобразный холл, где люди сидят, отсюда же поднимаются. У нас наверху есть эта большая библиотека, которая наполняется гостями. Люди приходят, здесь садятся, там есть читальный такой зал небольшой такой. Он находится на 4 сваях, и, собственно, так как находится на высоте, он так или иначе все равно чуть-чуть, как и любой отчасти небоскреб, он тоже чуть-чуть шатается. Здесь это явно ощущается, не сильно прям, но ощущается небольшая качка такая, которая... Спать хорошо. Да, спать вообще мне очень нравится. То есть ложишься, сразу вырубает, и никаких вообще вопросов. 8 гектаров земли, 70 человек персонала и, возможно, самый широкий выбор, который есть у гостей. Спа-центры, банные комплексы, открытый бассейн, ресторан, разнообразные активности для детей и для взрослых тоже. Кажется, какая-то сборная солянка, немного ли? Но все учтено гламурным ураганом. Коммерция в самом начале была 20-30%. Просто и душа была вложена на 70-80% в этот проект.
И это принесло именно такой результат, что в конечном счете сейчас это очень прибыльный проект. Хорошо смотреть вдаль, если стоишь на прочном берегу и понимаешь перспективы. Все те люди, которые стараются открыть для нас нечто запредельно близкое, люди со своими мечтами и идеалами. Кемпинг, глэмпинг – это просто слова, которые мы используем при создании чего-то нового, своего. Мы копируем, мы создаем известное качество, а не количество, но мы во всем и всегда ищем личную глубину погружения. Даже маленький палаточный городок на берегу Великой Русской реки имеет великие планы. У нас амбиции очень такие большие. Мы хотим здесь сделать все палаточные лагеря, то есть для корпоративов, для детей. А также в планах сделать площадку для автодомов. Это тоже сейчас набирает популярность. То есть люди звонят и спрашивают, можем мы к вам приедем со своим домиком. Мы хотим сделать такое место, такое, чтобы на любого туриста была своя зона. Кто-то хочет уединиться, пожалуйста. Кто-то хочет в компании отдохнуть, пожалуйста. Кто-то хочет на машине приехать, отдохнуть со своим домиком, пожалуйста. Мы возвращаемся к родным берегам и возвращаемся к себе. Не обязательно оставаться в прошлом, чтобы погрузиться во что-то настоящее. Не обязательно смотреть вдаль, чтобы воображать себе новые горизонты. Не кто-нибудь станет богаче. Богаче будет наш собственный, внутренний мир. И это настоящее открытие. Михаил Любимов, Роман Безменов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. На этом у нас сегодня все. Всем наилучшие пожелания. Барыгызга иң изге теләкләр. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, в студии Илья Андреев и о погоде на ближайшие 7 дней прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке республики в понедельник температура повысится. Будет без осадков, а во вторник станет еще на градус теплее, будет 16 градусов. В последующие дни температура снова понизится, в четверг также не выше 15 градусов тепла. В среду, в четверг, в пятницу пройдут дожди, температура понизится до 13 градусов. На выходных будет прохладно, около 15 градусов выше 0. На юго-востоке Татарстана начало недели будет ясным и без осадков. Температура воздуха в понедельник около 13 градусов. В среду небольшая облачность и без осадков. В четверг к вечеру местами ожидаются дожди. Температура пока на том же уровне, около 15 градусов тепла. В пятницу уже будет прохладнее, до 14 градусов со знаком плюс. Будет дождливо. В воскресенье обещает быть солнечным, 15 градусов днем. В центральных районах республики в понедельник 15 градусов тепла, малооблачная и сухая погода. Во вторник небольшое повышение температуры, в последующие дни температура будет держаться на уровне 15 градусов выше 0. Дожди обещают в среду, в четверг, в пятницу, в субботу осадков не ожидается. Теплее станет в воскресенье, 17 градусов тепла. На юго-западе Татарстана в понедельник небольшая облачность и без осадков, днем 15 градусов тепла. Во вторник без осадков, малооблачно и уже 17 градусов выше 0. В среду, в четверг, в пятницу обещают дожди с температурой днем около 15 градусов. В субботу и воскресенье без осадков. Температура поднимется до 17 градусов тепла. На северо-западе республики и в Казани в понедельник без осадков, переменная облачность и днем 15 градусов тепла. Во вторник станет немного теплее. Умеренно теплая среда будет в четверг до 15 градусов со знаком плюс. В среду, в четверг, в пятницу пройдут дожди. В субботу и воскресенье без осадков выглянет солнце. Максимальная температура днем составит 17 градусов тепла. Надежда на бабье лето остается, и будем надеяться, что оно все же придет и в наши края. Желаем вам здоровья, солнечного настроения при любой погоде. Всего доброго и до новых встреч!